Добрый день, мы записываем подкаст очередной, и тема нашего подкаста, это такая горячая тема, это события вокруг бара, стриптиз-клуба, или я не знаю, что это, под названием Эскобар. Обсуждаем с политическим редактором сайта «Основы» и эксперта по светским львицам Русланом Тотровым. Второе важнее гораздо, мне кажется. И с председателем общественной организации НЭФС Вале Газаевым, который присутствовал непосредственно при всех событиях. И чтобы хронологию восстановить, и нам было что обсуждать, Вале, рассказывай, что там было. В общем, начнем с самого начала. Это было так, что поднялась тема разврата наших вот таких заведений. Ну, ты назвал ее там стрип-клубом, я назову его просто притоном. Потому что там и были перестрелки, как ты сам знаешь, убийства, там есть информация, что вот этих стриптизеров за определенную сумму забирают. Ну, в общем, неважно. И это мы инициировали, и Руслан Кучиев, глава Штарнахаша, вызвал их к себе. Состоялся разговор, на что они заверили его, что таких вещей больше не будет, и мы будем в рамках, там, как написано, караоке, в рамках караоке или там бара существовать. После того, как молодежный комитет начал создаваться, после первой встречи просто был звонок в этот Эскобар. И был прямо задан вопрос, а стриптиз будет? На что нам ответили, да, конечно, не только стриптиз, девочки уже подъезжают. Ну и мы просто решили прийти и поговорить вот с хозяином, или кто там был, с другом хозяина. А разговор как проходил вообще? Там уже? Да. Там уже разговор проходил в спокойном тоне, и было сказано, что ну, почему вы сказали и не делаете этого. Вы нам пообещали, а в итоге нарушили слово. И он говорит, этот парень, который поднял трубку, он вот буквально день-два работает, он не бум-бум, вообще вот, не в теме. Мы буквально минут 15 поговорили и разошлись. Да. Но никаких эксцессов не было. Никаких эксцессов не было. Я просто не понимаю, там в комментариях, в соцсетях, то у нас ОПГ обозвали, то ваххабитами, то они еще какими-то радикальными течениями. Вот был просто обычный разговор. Разве мы не можем прийти поинтересоваться? Или это запрещено законом? Какой закон мы нарушили вообще? УК, КоАП или я не знаю. Просто пришли, поговорили и разъехались. Смотри, но получается, что когда вы говорились по телефону, то есть там вам откровенно сказали, что там предоставляют женщин за плату? Ну, то есть... Нет, нам не сказали, что предоставляют женщин за плату. Нам это уже потом сказали, что они вот забирали вот этих женщин за плату. Угу. А перестрелки я сам в Ютубе смотрел, вот 3 эпизода, которые были около этого бара. Я, правда, вот временные рамки не помню, по-моему, 2016-2017, то есть это такая давняя история, там драка была. Последняя перестрелка, насколько я помню, это в начале 18-го, там вплоть до убийства все было. А до этого там даже знакомого моего прострелили, просто он зашел в этот бар, а те уже уходили, и завязалась перепалка, на что человек вытащил пистолет Стечкин и прострелил его. Прямо там на баре. Ну, то есть такое заведение небезопасное. Ну, то я же говорю, там, о какой безопасности может быть речь, если к нам поступают от тех же жильцов, которые там живут. И ребята там неподалеку живут, что надо что-то делать. Это мешает им жить, одним словом. И они в прокуратуру писали, и в МВД, никаких определенных действий нет. На самом деле, да, та картина, которую люди описывают в соцсетях, что пришли какие-то лысые, бородатые, страшные люди, угрожали кому-то, что-то там делали. Ну, из слов Вале получается, что был обычный разговор. Руслан, тебе как такие действия? Ну, как ты вообще картину видишь это все? Давайте сразу договоримся, что проблема Эскобара — это не голые девицы. Проблема Эскобара в том, что это заведение с приветом из 90-х, и перестрелки в Эскобаре не из-за этих ваших стриптизеров происходят, да? Это безусловная проблема, и, естественно, ты не будешь помнить, я помню некоторые
заведение из 90-х, прямо это Эскобар, это привет оттуда. Окей, это одна история. Вторая история, что, несмотря на то, что я лично против вот стояний, которые Валес с товарищами устроили, но они имеют на это полное право. Я не вижу никакой проблемы в том, что ребята идут, да, в том, что вы приходите, что, даже если вы что-то требуете, я все равно в этом не вижу проблемы, потому что это ваше, простите, конституционное право. Ну, это гражданская активность. Ну, послушай, ну, в конце концов, люди перед абортариями выстраиваются. И... Да, в США, кстати. Да? Ну, то есть, это абсолютно нормальная история. Если речь идет о том, просто, к примеру говоря, что они угрожают, что они дальше что-то делают, но это уже совсем другая история, да? То есть, это сейчас тоже абсолютно понятно. Их стояние у Эскобара не проблема. То есть, мне кажется, что говорить, а какого черта или рожна они туда пришли, неправильно. Это их полное право. Я не поддерживаю, но это их право. Я первым буду, кто скажет, что, послушайте, они хотят выразить свою позицию, дайте им это сделать. Тем более это все делается в рамках закона. Ну, тут еще, знаешь, какое самое смешное, что в комментариях писали, что они угрожали кому-то. В том числе и Заур Фарниев писал, что он угрожает. Но по информации и по тем, что выкладывают в Инстаграме, угрожают как раз-таки тем ребятам, которые выступали против этого. То есть с анонимных аккаунтов в Инстаграме людям пишутся, что там, если ты не заткнешься, мы тебе башку оторвем. Понимаешь? То есть, как это не смешно, угрожают лысым и бородатым парням. Ну, вот буквально вот этот паблик, как он называется, Iron Fighters, и вот он выложил, как ему вот угрожают. Вот я тебе дал это посмотреть. Если Ну, да, Руслану интересно, может тоже посмотреть. Смотри, ну там человеку пишут прямо откровенно. Я просто о чем? Я хочу очень такую вещь четко разделить, что угрожали вы или не угрожали, мы сейчас не собираемся расследованием заниматься. Понимаешь, ну, давай так, если вы вели речь о том, что, ребят, вот вы не закроетесь, и тогда у вас будут проблемы, ну, в конце концов, опять же, мы здесь не Следственный комитет, но это в любом случае неправильно. Я так понимаю, что, вернее, я надеюсь, любопытный диалог какой тут, я надеюсь, что, безусловно, вы по тому самому завету Мамсурова действовать не собираетесь, хотя бы потому, что вы понимаете, что проблема это создаст всего-навсего именно вам, да? Ну, то есть никто не собирается жечь и крушить. Мы в рамках правового поля, ты же видел вот это видео, мы же могли просто забежать туда, поднять за 3 секунды это все в воздух и выбежать обратно. Мы этого не сделали, мы просто пришли, пообщались и разъехались, и все. На что многих это не устроило, многие сказали, что мы должны быть светской республикой и остаемся светской республикой. Но я против вот этих притонов, где проституция, наркотики и стрельба. Проблема по мне надумана, кстати, даже. То есть вот то, что мы уже сколько дней? Дней 5, да, то, что мы обсуждаем. Почему она надумана, на мой взгляд? Потому что эти люди имеют право на протест, с чем мы все согласны. Здесь, да? Я думаю, что мы все здесь согласны и с тем, что владельцы такого заведения имеют право продолжать свою деятельность. Вот как бы нам это ни нравилось, да? Тут вот есть два момента. Во-первых, надо разделить историю. Вот если мы говорим про клуб Эскобар, то его 100% не должно существовать, учитывая, что там были перестрелки, учитывая, что есть информация о том, что там продаются вещества определенные, и то, что там промышляют проституцией. Этого не должно быть. Это одна история. Но давайте допустим, что клуб Эскобар это просто цивилизованный стриптиз в центре Владикавказа. И тут я вспоминаю родительский комитет учеников штата Техас. Так. Если в центре города, то есть мы можем во многих маленьких городках Техаса, ты в центре города таких заведений не сможешь, потому что родительский комитет, они будут осложнять работу. То есть как? Писать заявление, требовать регулирующие органы. То есть мы можем осложнить работу любому заведению абсолютно легально. Ты ключевую вещь говоришь, то есть в рамках закона. Слушай, мы тут все взрослые люди, нам уже там 4-й десяток каждому идет, да, то есть ломать и бить что-то, это надо быть идиотом в России, чтобы это делать, да, тебя просто посадят. Ничем хорошим это не закончится. Но, смотри, могут ли жители Владикавказа требовать, чтобы в их районе не было, заведение, которое, откровенно, давай будем называть, это злачное заведение. Даже если там не будет наркоты, все равно стрип-клубы это злачные заведения. В США во многих городах они выносятся за пределы города, куда, хочешь, доберись. И в фильмах это мы можем видеть, и в принципе,
Просто надо посмотреть на родительский комитет штата Техас, да, как он это все добивается. Вот у меня вопрос, если мы, в том числе и я, будем легально добиваться закрытия такого заведения, то в этом есть какая-то либо проблема? Потому что многие написали, что ага, вот Алихан Хуранов хорошо высказывался, и тогда Алихану написали, ага, ты хочешь закрыть это заведение, а мы придем и закроем твою мечеть. Интересное заявление. То есть мечеть, это не есть злачное заведение, если кто-то это так считает. Потом еще один интересный момент, если мы уже меряемся силами в этом вопросе, потому что, ведь согласись, последнее, что мы наблюдали, это меряемся силами. То есть все говорили, вот вы вышли против бара Эскобара, а мы вот так сделаем. А мы выйдем против мечети. Да, но вот я думаю, что если против Эскобара выйдет значительная часть республики, то в защиту Эскобара выйдут единицы. Мы же говорим о демократии. Демократия — это свобода волеизъявления. Есть вот у нас люди почему-то не понимают, а с чего вдруг вы решили, что в каждом демократическом обществе обязательно процветает светскость? Ведь когда братья-мусульмане пришли к власти в Египте абсолютно демократическим путем, Мухаммед Мурси возглавил страну, да? Физик-ядерщик, которого называют исламистом. Вот и весь прикол. Вот у нас люди этого не чувствуют. И ты знаешь, я бы на самом деле даже был бы рад, если бы кто-то вышел в защиту Эскобара. Проявите хоть так свою гражданскую активность. Хватит в интернете просто грязь. Смотри, здесь вопрос в том, что если сводить все к тому, чтобы мериться длиной полового органа, то это тоже не совсем правильно. Абсолютно неправильно. Поскольку количество защитников никоим образом, если мы опять же говорим о правовом поле, не должно влиять на решения, принимаемые. Если люди в городе смогут, гипотетически, да, абсолютно добиться того, что они хотят, чтобы громкость прикрутили чуть-чуть во время проповеди, да, в мечети, то никакая умма количественно не сможет этому помешать, если мы говорим о правовом поле. Согласен. Я слабо себе представляю, где бы то ни было в мире массовый выход защитников стрип-клуба. Это нереально нигде. Это не та ценность, и это не то потраченное время. Да? Защитники мечети, защитники абортария, защитники, наоборот, прав животных или защитники, наоборот, свободы абортов, это я представляю. Защитники стрип-клуба, так не бывает. Я к чему? Говорить о том, что мы можем позволить себе продавить какую-то инициативу, да, потому что не будет у нас противников, это неверно. Это в корне неверно. Но мой вопрос в следующем. Если мы можем добиваться закрытия чего-то, либо ограничения деятельности в правовом поле, то, я считаю, не должно возникать ни у кого вопросов, что вы творите. Это никоим образом никакие отсылы к консерватизму. Это всего-навсего правовое поле. Но, когда мы, прикрыв таким образом ваш Эскобар, этот ваш Эскобар, когда мы этот ваш Эскобар, да, прикрываем, я как фигура речи, понимаешь, нужно четко контролировать ситуацию, чтобы не скатиться до запугивания организаторов фестиваля этого вашего, кстати, аниме, который вы, Алик, так нежно любите. Я с тобой согласен, если был бы риск этому, да. Во-первых, то есть вот, чтобы мы какой-то такой архаики жесткой скатились, надо понять, мы в Осетии это невозможно. Ключевое слово, да, мы к этому невозможно скатиться на данном этапе. Хотя этим нас постоянно пугают. Да? Потом ты сказал, что вот это ни в коем случае не традиционализм, нет, нотки традиционализма в Осетии будут всегда. Да? И у нас есть желание представить людей традиционных ценностей такими бытлом, ОПГ, и прочим. При этом это могут быть прекрасные работающие ребята, это могут быть ученые. Да? Какие-то штампы в голове, что если человек придерживается традиционных ценностей, значит он интеллектуально не очень развит. Опять-таки пример Мухаммеда Мурси. Физик-ядерщик. Смотри, давай, исламист. Тут вот это и есть ваша проблема, и я вашу уже не как фигуру речи употребляю, потому что как только речь заходит о традиционных примерах, и это претензия сторонних наблюдателей, и ты сам об этом прекрасно знаешь. Примеры бывают зачастую мусульманские. Понимаешь? И вот это тот триггер, который очень сильно раздражает общество.
Почему примеры традиционного общества постоянно здесь, в Осетии, должны соприкасаться с определенной религией? Интересный же момент. Причем я не только об исламе, я и о том, кто-то какую-то придумал религию, называют ее верой, кто-то говорит о ценностях православных, кто-то об исламе. Почему мы не можем в конце концов признать, когда Заур говорит, Фарниев, о светском обществе, он что имеет в виду, по моему разумению? Он говорит о секуляризме. Он говорит о том, что это не общество, движимое в первую очередь религиозными установками и ценностями. Религия — это сугубо личное. Да. Я, например, против того, чтобы там детям преподавали религию в школах. Это разумная позиция. Да. Но вот давай опять-таки вернемся к тем ребятам, которые пришли к клубу. Вы разве это с религиозной позиции делали? Ну нет, вроде как. Вопрос общественной позиции был, правильно? Вопрос был общественной позиции и позиции той массы, которая вот пришла к этому клубу, чтобы не было просто разврата, понимаешь? По мне, это реально неприемлемо, что в центре города находился вот такой клуб с наркотиками, с проститутками, прямо в центре города. И никто не говорил, что там человек мусульманин или он с традиционной осетинской религией. О религии вообще речи не может быть вообще. Религия — это, как я говорил, это опиум для народа, понимаешь? Если я хочу, я должен прийти и высказать это тому человеку, который пообещал мне, что это закроет. Я считаю, что мужчина, который дает слово, он должен его держать или не давать его вообще. По крайней мере, вот как-то вот так. Я, кстати, не очень понимаю, для чего эти люди вообще обещали его закрыть. Я думаю, что ты тоже не понимаешь, да? То есть хозяева? Да. Я не очень понимаю их логику поведения. Они не закрыть обещали, они пообещали формат. Да, я это имею в виду. Да, поменять формат. То есть речь о том, для чего они, то есть смотри, какая ситуация. Я не очень понимаю их логику мысли, если они все равно продолжили. Посмотрим, что будет дальше, кстати. Смотри, я, во-первых, логику их мысли я понять хорошо могу, потому что, во-первых, никто у них не просил бизнес отнять, никто не хотел. Да, работайте, да, пусть у вас будет там бар, только пусть это будет бар, а не стриптиз-клуб. Вторая позиция, я думаю, что они пообещали этого сделать, потому что ты когда уверен, что за тобой все в порядке, то ты можешь себя спокойно чувствовать. Все это знают, что там реально пару рейдов МВД. Насколько я знаю, до нашего похода, дня 3 или 4 назад, там был рейд МВД. И ничего не нашли? Я не в курсе, я не знаю. Об этом официальной информации... Вот у нас, допустим, информации такой, да, то есть нет вообще, да. Я это узнал из Инстаграма, какой-то сторонний пользователь выложил, как туда заходят люди, кто-то в масках, кто-то нет. В этом вот. А может они посетить его хотели просто? Не знаю. Под постом это будет рейд МВД в наркопритон. Знаешь, что меня еще интересует в этом моменте? Вот все говорят, вот мы живем в правовом государстве, мы демократия, да? Поэтому они имеют право прийти. Но они оправдывали это, что это же демократия, мы имеем право ходить в стрип-клуб. Многие это так оправдывают. Я знаешь, что хочу вопрос задать? В каком черте правовом государстве вы живете? И когда, мне просто, когда вы воспользовались своей демократией, когда вы выбрали себе главу республики? Вот понимаешь, то есть, понимание депутатов, почему главу? Просто депутатов. Да. Ты же сам шел на выборы. Я шел по спискам. И я ночь после выборов прекрасно помню. Договорники и все остальное. Большой привет легальной блондинке из ЦИКа. Вот мы когда говорим, у нас демократия, это так смешно, наверное, как ребенок там, я требую, верните мне стрип-клуб, я имею право в него входить. Иди выбери себе главу республики, иди выйди хотя бы на одну гражданскую акцию, иди попробуй проголосовать за того, иди наблюдателем, потому что тот, кто наблюдатель... Волонтером на край. Да, волонтером, да. Знаешь, тогда я буду уважать твое право, а пока ты живешь, пока тебя кидают все, глобально, и ты что-то там требуешь, это смешно. Давайте честно признаем, реально, насколько наше государство правовое. Понимаешь? Я хочу, чтобы у нас был диктат закона. Так. Если бы у нас был диктат закона, я уверен, парням бы не пришлось ходить в этот клуб, потому что его бы просто не было. Я уверен на 100%. Понимаешь? Но сейчас такая ситуация, когда
Алик, прости, я перебью. Я вынужден снова о ваших любимых труженицах шеста. Если бы у нас было... Потому что если бы у нас было исключительно правовое государство, Алик Валей, серьезно, теперь без шуток, то в этом Эскобаре гарантированно не было бы проблем с наркотиками, но стриптизерши, простите, остались бы. Но давайте уже мы о них забудем на секунду. Я что хочу сказать. Правовое ли оно? Нет, конечно, не правовое. Позволяет ли это нам пользоваться тем, что оно не правовое? Да, позволяет, но можем ли мы себе это позволить, как люди, которые качают тему правового государства? Я считаю, что нет. Ну, готов поспорить. Во-первых, законы в России отнюдь не самые... демократичные. Да. Ну, извини, когда ограничивают свободу слова, я что должен, в смысле, вот прямо запретили Телеграм. Алик, удали Телеграм, пошли вы к черту. Я свободный человек, я хочу, пишу, понимаешь? Даже глава Роскомнадзора не удалил свой аккаунт. Да, то есть мы можем этим пользоваться? Можем. Когда мы говорим о правовом государстве, давайте подумаем, что когда Россия стала таким, вот Россия, она образовалась как федеративное государство, федерация. Вот к этому вот я тоже хотел, вот не то, что к демократическим нормам, насколько наше государство федеративное, вот к этому моменту, насколько мы в своей республике можем продавливать определенный закон, вот насколько мы это можем сделать? Да ноль, и насколько. Это просто на бумаге, федерация и все. Те же штаты, которые вы в пример приводили, тот же штат Калифорния. Губернатор Калифорнии может смело упереться президенту по своему вот штату и все. Мы же очень любим смеяться над смешными законами в США. В одном штате запрещено делать что-то. Это нормально. Давай так. США же демократия. Давай не будем спорить. Сейчас вот я прямо из камеры вижу, на меня тапок летит такого типа, знаешь, такого, который там Америка враг, там Гейропа, да, там. Штаты — это лучший пример демократии в мире. Понимаешь? Да. Но там есть запреты. Я ждал этого примера для того, чтобы алаверды сделать. Игорный бизнес в Америке запрещен во всех штатах, включая Неваду. В Неваде он разрешен в 3 графствах. Как и проституция, кстати. Это же нормально. Я сейчас уже звучу как глубокий эксперт по теме, но тем не менее. Но что я хочу сказать, к слову о демократии. В каждом американском штате, где есть доступ к воде, есть казино. Вы скажете, а как так, если игорный бизнес запрещен в Штатах? Не в стране, а в Штатах этой страны. Очень просто. Вода это федеральная территория, а федеральный закон не запрещает игорный бизнес. Игорный бизнес запрещают законы штатов. То есть я к чему я это все говорю? Я говорю к тому, что демократия настоящая, она причудна, друзья мои. И если какой-то закон... Если мы могли бы принимать законы субъекта федерации, которые драматично отличались бы от федеральных, если мы могли бы это делать, мы должны были бы быть готовы к уловкам, подобным той, которую проворачивают наши американские партнеры. Это же прекрасно. Казино. Это прекрасно. Это прекрасно. Да. В России есть 4 горные зоны. Да? Они не работают. Кстати, не имеющие никакого успеха удивительным образом, да? Ни одна из них. Да, не имеет успеха вообще. Да, из них. Вот. Это же нормально. Например, жители определенного региона не хотят видеть у себя определенные виды деятельности. Но это же не говорится, что эти виды деятельности запрещены в России. Поэтому они там, например, мы же понимаем, что стриптиз, да, это экономический агрегатор. Он будет собирать и генерировать деньги. Но вот конкретно мы, Остины, не хотим, чтобы вот у нас вот так здесь генерировались деньги. В другой регион, который думает, я заработаю на этом. Соседи. Они открывают, может не через соседей, может какую-то там подальше. Они открывают у себя эту зону, и все любители острых ощущений, они едут туда. Какая проблема? Вот в этом прекрасная федерация. Проблемы никакой, за исключением того, что этого нет. Поэтому мой вопрос тебе 2 вопроса вернее.
Первый, ну, ты и соратники твои, вы же понимаете, да, что законодательным образом воленс, ноленс, но это невозможно сейчас запретить. Я не говорю о наркотиках, я говорю о стриптизе. Ну, мы же понимаем, да, то есть законодательно это запретить невозможно вот в данную секунду в Осетии. У нас нет, как ты сам говоришь, возможности какие-то законы принимать. Собственные законы. Я напомню вам, что было, когда закон о запрете вот этих вот попытались здесь запретить энергетические напитки. В Южной Осетии, кстати, запретили. Южная Осетия независимое государство, мой друг. И слава поэтому- Богу, и и слава Богу. И слава Богу. Я к чему? То есть это один момент. И второй, это уже мой вопрос, потому что практически демократически, либерально настроенная часть осетинского общества невольно напутствовала меня на этот эфир, я так понимаю, этим вопросом. А как определять границу того, вот этого уже точно быть не должно, а это еще можно? Простой пример, вернее вопрос. Будут ли, допустим, стояния такие же молодежные у ресторанов, потому что там подают алкоголь? Или это еще можно? А кальяны уже нельзя, а стриптиз точно нельзя. Вот можешь, вот поговори об этом, пожалуйста. Ну, алкоголь, мы же не можем закрыть такую сеть, как Магнит, Пятерочка. И они их будут в любом варианте, вот это все продаваться будет. Ну, я про алкоголь. Та же сеть Лента успешно продает алкоголь в Чечне. Да, кстати, на них запрет там не распространяется. Да, на них запрет не распространяется при всем таком, то, что в Чечне все запрещается. Не, я же говорю, мы в рамках правового поля это все делаем. Я ни в коем разе не согласен, что вот когда вот эту блогершу, она сфоткалась там на башне, ее там обругивали, угрожали, это мы против этого всего, понимаешь? Мы в пределах, мы можем вот сейчас же подать в ЗАГС Собрание в пределах округа Владикавказа, муниципального округа, запретить стриптиз. Можем же мы это сделать? Да, но это невозможно, как ты понимаешь. Почему? Ну, потому что это тут же может быть оспорено и совершенно спокойно... Ну ты же знаешь, как тут опять-таки зависит от той хитрости, как это использовать. Мы можем ограничить какие-то условия, которые сделают невозможным этот бизнес в Осетии. Там есть самое простое условие. Я, к сожалению, к счастью, не был никогда в Эскобаре, и поэтому... К сожалению или к счастью? Вот. И я просто не очень конфигурацию этого заведения понимаю, но я допускаю, что там есть прямо люди, живущие по соседству. Да. То есть самый простой способ это заваливать что-то прокуратуру, по-моему, да, или что? Первым делом прокуратуру. Да, заявлениями о шуме. Да. Когда этих заявлений будут десятки, когда... Я вам пример приведу. Руслан, я тебя перебью, извини, но у нас ребята там рядом живут, и они не один десяток раз писали в прокуратуру, и им приходит просто отписка, что была проведена проверка, и все. Так я к чему веду, Валя? Я веду к тому, что мы живем в условиях, когда, если уж прокурорская обычная эта проверка ничего не дает, то помыслить запретить стриптиз в Осетии законодательно, ну я не представляю себе. Так, тут же Ну, правда, не представляю. Да, мы не можем глобально запретить, но мы можем действовать точечно. Точечно. Ну, группа активистов. И вот мой второй вопрос, да, вот вторая часть. Как вы для себя определяете, что еще можно, а что уже нельзя? Я прошу прощения даже, что пока конкретику какую-то привожу, но просто мне хочется понять. Давай вот еще раз пробежимся для тех, кто очень сильно переживает, да, и нас смотрит. Кальяны еще можно? В вашем разумении? Почему нет? Это тоже, это та же сигарета. Тогда давайте запретим сигареты. Так, ага, пить можно в ресторанах? Я считаю, что жизнь продолжается тогда для всех наших пьющих. Окей, это все шутки, но ну правда, вот смотри, вопрос, который задают... Ты вот переигрываешь, ну чуть-чуть заскакивая туда, понимаешь? Прежде чем вот закрывать вот эти все, вот ты говоришь, пить можно в ресторанах. Тогда давай тогда начнем с нелегального разлива спиртных напитков, который вот здесь, ну, Кстати, процветает. Да. процветает. Бутлегерство, это у нас, наверное, осталось с 90-х, наверное, у нас забрали лицензии, у нас закрыли водочные, но оно есть. Мало того, у нас под этим запретом появилось море контрафакта. я читал какие-то вот положения, то есть ваши заявления, помню то видео эпическое, помнишь, ну, перепалки, да, с Русланом Кучиевым на собрании ШТРНХ. Что я хочу понять? Как вы для себя
переходим, как ты просишь, к глобальному. Как вы для себя определяете вот эти морально-этические, нравственные границы? Ну, это ведь резонный вопрос, согласись. То есть люди, ваши критики, они оперируют как чем? Они говорят, почему эти люди решают за меня, и почему эти люди считают, что именно это хорошо, а это плохо. Так вот Давай мы, вот об этом. Давай вот об этом. Мы же ни за кого ничего не решили. Мы просто вышли, пришли к нему и высказали свою гражданскую позицию. Не нарушив ни один закон, ни второй, ни третий, ни морально-этические нормы, в конце концов. Это наше право, понимаешь? Руслан, если ты будешь хотеть, чтобы Алик не носил бороду, ты к ним придешь и скажешь: Алик, побрей свою бороду, ну нам мне не нравится. И ты придешь, допустим, там еще с товарищами. Ты же можешь это сделать? Блестящая идея будет абсолютно. Ты же можешь это сделать? Обещаю не быть То же корректным. самое, мы никаких рамок не нарушили. И вот говорить о том, что мы куда-то скатываемся в архаику или в радикализм, этого нету вообще. Мы это выбираем, ну, и если даже нам что-то не нравится, это в рамках правового поля, в рамках законодательства. С этим, мне кажется, невозможно спорить. Валев в чем прав, когда говорят, мы скатываемся в радикализм, мой аргумент, и ты знаешь, что я противник вот этих состояний, но если кто-то считает, не мы, вот возьмем, вот Имерек есть, который говорит, что они творят, мы скатываемся в радикализм. Кто-кто? Ну, Имерек, любой человек. Да. Нет, дорогой товарищ, если уж ты говоришь о радикализме и архаике, будь точнее. Ты можешь считать, что они скатываются, да, в радикализм, но они — это не все общество. И Вале здесь абсолютно прав. Это группа людей, они выражают свою позицию. Это не означает, что они тянут, да, при всем уважении, а пока у них нет, они пока не являются локомотивом, да, этого общества. Ключевое слово «пока». Вот. И для меня тут важен какой момент. Еще раз, они абсолютно в законном поле действуют. Да, это может... У вас есть сторонники, у вас есть противники, абсолютно нормально, но пока вы, надеюсь, пока здесь не ключевое слово, пока вы не предпринимаете каких-то радикальных действий сами, пока вы не заменяете, да, закон собой, я не вижу никакой проблемы. Я правда не вижу... Я как противник такого рода запретов не вижу никакой проблемы в том, что делают ребята. Не, ну тут еще знаешь какой момент? Мы вот эту тему уже со всех сторон подошли, и на самом деле зацепиться вот не за что. Потому что... Мне кажется, я поэтому сказал, это раздутая история, да, мне кажется. самое смешное, что вот раздули как раз-таки, вот был выложен видео, где ребята пришли поговорили. Все. А вот дальше было раздуто уже другими людьми, которые, вы хотите нам запретить то, вы хотите запретить то. Во-первых, любой может прийти пообщаться с ребятами, правильно? Мне было интересно, я пришел и поинтересовался. Если вам интересно, придите, спросите у нас. Мы готовы к разговору, к диалогу и к любому общению с любыми там, силами, там, общественными организациями. Даже просто на уровне разговора на улице. Вплоть до такого. Вы придите, поинтересуйтесь и спросите. То мы не против ничего. Люди удивляются еще и тому, что вы... ассоциируетесь с организацией Штерн-и-Хаш, то есть вот для чего молодежное крыло Штерн-и-Хаш, да, то есть почему они примкнули к этой организации. Это было бы интересно, Валерий, Да, скажи, это почему правда так? интересный момент. Ну, там молодежное крыло Штерн-и-Хаша, комитет так называемый молодежи, он существовал всегда. Другое дело, он не работал вообще. Ни в какую. Были какие-то люди, я не знаю, что они там делали, но он не работал. А у нас были вопросы к Штерн-и-Хашу. Я считаю, что Штерн-и-Хаш — это тот орган, который оставили нам наши предки, который существует, и он должен быть на уровне, не так, чтобы он ручной, который ему звонят, а вот вы сделайте вот так, а вы сделайте так. А он должен быть независимый абсолютно, и решать все проблемы, не только вот по традиционной определенной религии, по святым местам, он должен решать абсолютно все вопросы, от дела Цкаева. Если ты это видео тогда смотрел, у нас первая претензия, почему вы не высказываетесь по Цкаеву?
Я тот же вопрос задавал Руслану Кучиеву в интервью, и тоже, ну, я не получил, допустим, на этот вопрос сколько-нибудь внятного ответа. Я думаю, может быть... И потом, Извини, извини, Руслан, я тебя перебью, я свою мысль до конца доведу. И потом в Штурмхаз такая организация, где не должно быть двойных стандартов. Однозначно. То есть здесь они под Скайву не высказались, а тут вот эта ситуация, вы все помните, вот в Ордоне с Гогичашвили. Тут ему уже Тархон объявляют, ну это тоже неправильно. Ну, мы поговорили с Русланом Кучиевым, он говорит, да, мы чуть-чуть вот здесь вот переиграли, вот, и они вот потом выступили по Скайву тоже. То есть Штырнахаш должен заниматься всеми проблемами нашего общества, осетинского общества, и всех осетин, в том числе южных, северных, там, турецких. И он должен быть независимым и беспристрастным. Я, знаешь, что дополню? Есть такой проповедник в соседней Ингушетии, Хамзат Чумаков. Да? Ну, возглавляет Насыр-Кордскую мечеть. Почему он пользуется бешеной популярностью? Почему вот к нему так молодежь идет? Потому что когда вот бывает худба, да, или вообще, ну, про проповеди, когда его бывает, он на проповедях не рассказывает только за ислам и как правильно за ислам. Он затрагивает общественно важные вопросы. Он говорит, у вас не построили дорогу, те, кто не построили дорогу, это коррупционеры, воры, и они вообще враги там. Они не могут быть праведными мусульманами, потому что они обворовывают своих людей, понимаешь? И он вдруг начал говорить такую коррупционную повестку. А у нас российское государство, оно очень сильное, да? То есть даже осетины сами по себе являются этими, как этатисты, да, то есть они, которые вот, они верят вот в государственный строй. Но да, осетины, кстати, удивительным образом этатизм в крови, это, а может быть уже и да, может быть он уже это и в крови. страшно. Да, это страшно. А в любом нормальном государстве, помимо государства, должны быть параллельные структуры, которые конкурируют с государством. И смотрите, вот у нас есть Штырнахаз, у нас есть парламент, да. Понимаешь? Парламент ручной, он ничего не решает. То, как они голосовали за пенсионную реформу, да, абсолютно позорное голосование. То, как они голосовали за закон о родных языках. А как он должен быть не ручной, если люди сами себя избирают, понимаешь? Да они с ними закрыли все. Вот у нас забрали вот эту прямую демократию. Ну, ладно, промолчали. Сами не поняли, как это произошло. Есть Штырнахаз, который должен был, вот как только наш парламент проголосовал за закон о родных языках, Штырнахаз должен был зачитать вот статью Нафи Джусойты, где он пишет, что... Когда уберут язык со школ? Да, когда родной осетинский язык уйдет со школ, на это можно ставить крест, понимаешь? Но этого не происходит. И Штырнахаз у нас стал госкомитетом по делам ИХДАУ. Это никому не нравилось. А почему это тебя так удивляет? Организация, созданная как слепок по образу и подобию КПСС в 90-е годы, по моему разумению, иного какого-то предназначения и не может иметь. Да. Можно я один момент очень важный зафиксирую? Вот на камеру хочу зафиксировать. Смотрите, мы начали разговаривать про клубы и стриптиз-бар Эскобар. Да? И сейчас вернулись к основам демократии, тем демократическим росткам нашего общества, как Штырнахаз, которые были всегда в нашем обществе. И вот я считаю, это очень прекрасно, что мы так от одной темы, не очень приятной, да, перешли к более глубокой и важной теме, от которой все дальше расходится, понимаешь? Потому что если бы у нас это было, у нас была бы прямая демократия, пацанам бы не хотелось приходить туда, молодым ребятам, да, если бы был бы закон, этого бы клуба не было, и мы бы сейчас здесь разговаривали про какие-то более прекрасные вещи. Туризм, например. Про туризм, да. Вале очень правильную одну мысль высказал о том, что, понимаете, поскольку мы говорим о чем-то основополагающем, преломлении, да, применении к Штырнахаш, то отсутствие двойных стандартов — это, безусловно, какая-то базисная вещь, которая вот должна быть по определению. Это догма, никаких двойных стандартов. Но тут что сложно, смотрите, рассуждаю вслух. То, за что ребята борются, по их разумению, да, та правда, которую они отстаивают, тот морально-нравственный облик современного осетина, да, который они отстаивают. Почему столько копий вокруг сломано? Это не какие-то четко прописанные процедуры. Инструкции по применению нет. Это абстрактное. И вот здесь начинаются проблемы, потому что даже когда мы говорим об Агдау, не драматично совсем, но от ущелья к ущелью многое отлично, да, а где-то и драматично, да. Поэтому
И вот в этом проблема. В этом не проблема, Руслан. Это как раз-таки есть суть Это наш плюс, общественных наоборот. процессов. Мы же сейчас выкристаллизовываем Смотри, какие-то вещи. чуть-чуть, что я имею в виду под проблемой? Проблема в том, что когда нет догмы, вот четко прописаны именно что. Нет, Руслан, она есть. Ее недавно Штрахнахас прописал. Но насколько она легитимная, насколько люди признают ее своей догмой, да, это другой вопрос. Это вопрос уже авторитетности организации, которая в настоящий момент, мы сами понимаем, на каком уровне. Надо дать должное Штрахнахасу, что к ним пришли с критикой. Они да. послушали и предложили присоединиться Да, к присоединиться. движению, Это очень да? умно. Да, я думаю, что да. Я тут расскажу, как вообще весь актив вот этого молодежного Штрахнахаса перед собой перезнакомился. Вот если я сейчас не совру, ты меня поправишь. Это было на деле Сланова и Албегова. Правильно же? Да. Дело Сланова и Албегова, оно стало ключевым, потому что ребята приходили туда и поддержать ребят, но также приходили обсудить какие-то другие моменты. Это как гайд-парк, понимаешь, возник. Когда вы закрываете все, вы везде закручиваете гайки, ребята находят вот такие возможности. Я туда приходил вот реально с удовольствием. Вот это мне перед Зелимом и Арсеном стыдно очень, да, но я на каждый процесс приходил с удовольствием, потому что там я видел вот реально не безразличных ребят, которые сюда пришли вообще ни из-за чего. Особенно когда в начале было, когда еще вот шума вокруг этого не было. Туда приходили вот люди, которым, ну вот они ничего не ждут, они ничего не... Просто вот приходили, вот я здесь, я такой. А когда там уже Зелима забрали, помнишь, что там произошло? Ну да, был Там- шум. Был... То они его тоже забрали, но тоже, это тоже, народу это не понравилось, и отец его начал. И это, там надо было понимать, что если бы его на тот момент забрали, просто бы пацана объявили в федеральный розыск. Да, ну понимаешь, все же это происходило почему? Потому что вот опять людей обманывали, да, то есть процесс шел вот в одних рамках, он был открытый, его пытались закрыть несколько раз, да, то есть все идет, а потом раз и выносится такое очень неожиданное решение, понимаешь, и слава богу, в это вмешались депутаты, другие силы, третьи силы в это Третьи вмешались, да, силы. но ведь это все возникло именно там. И вот сейчас, кстати, я хочу сразу тоже сказать зрителям, что я не объективен в этом вопросе. Я вообще объективностью я не страдаю, как говорится, да. Почему? Потому что я испытываю симпатию к этим ребятам, потому что я с ними познакомился вот там, где тебя, потом я их видел на деле Цкаева, на митинге против электроцинка всех видел, правильно? Мы каждый раз виделись вот на таких мероприятиях. Когда мне люди говорят, почему они, а не кто другой, да вы приходите, поговорите с ними. Я думаю, что... Я когда говорил, приходите, поговорите, люди думали, что это в смысле угроза. Понимаешь? Нет, приходите культурно, поговорите. Мы нормальные, адекватные люди, мы можем поговорить и... Прийти к чему-то одному. Конечно. Понимаешь? Мне, кстати, у меня недавно тоже неприятные разговоры на улице случаются. Парень подошел по одному вопросу насчет кражи невесты, у него была другая позиция. Мы сначала на высоких тонах поговорили, потом успокоились и спокойно, как два нормальных астина, поговорили и поняли, что глобальных разногласий нету, и нормально разошлись, телефоны у друг друга есть. Вот это единственный нормальный пример, понимаешь? Нет, списывайтесь, да? Да, там же просто, знаешь, как меня что удивляет? Люди, которые вроде бы либералы, да, людей за их гражданскую позицию просто грязью испачкали, назвали, что это ОПГ какое-то. Это ложь. Извините меня, когда журналистов называют, что вы агенты Госдепа, вам обидно не бывает, что вы живете на гранты, что вы покупаете. А когда вы пишете, что они ОПГ, это нормально, да? То есть это разве правильно? То есть кто-нибудь, хоть одного человека там знает, что прийти и сказать, что вы ОПГ или что-то. Мне вот это было обидно, что вот вроде те, кто активны в сети, тех, кого обвиняли за какую-то нестандартную позицию, за то, что там они финансируются кем-то, сами точно так же обвиняют других, понимаешь? Вот это удивительно. Вот, мне от этого искренне обидно было. Приди, поговори, зачем вот так? Меня это удивляет. Но просто я за анонимность в интернете. Она необходимо нужна в обществе, где закон не всегда работает. Но при этом я порицаю анонимность в интернете, когда человек... Если мы все боимся высказать свободно свою позицию, это значит проблема в обществе. А чем больше людей будет свободно, открыто заявлять свою позицию, ничего не боясь, это прекрасно будет. Вот это хорошо, если человек открыто будет изъявлять свою позицию, и у этой позиции еще будут какие-то сторонники.
Почему нет? Это прекрасно. И поэтому же я не вижу проблемы и с теми, кто активно критикует Валея и его соратников. Тоже позиция. То есть мне кажется, что... Не, критикуют, согласно. Как формат критики? И даже в этом нет. Мне кажется, что... Не, ну глобально нет, Мне да. кажется, что это может лично просто, допустим, коробить. Ну вот ты знаешь ребят, тебе неприятно, им самим неприятно и так далее. Но опять же, коль скоро да, вы встаете на общественный путь, нужно понимать, что придется такой воображаемый бронежилет сразу и каску сферы на себя надеть, поскольку у любого дела недоброжелателей и критиканов будет полно. Опять же, безотносительно того, насколько правое ваше дело или неправое, но... Дело не в этом, правое, левое или центральное наше дело. У каждого человека есть свое мнение, он должен его высказать. Плохое оно, не нравится оно нам, или он наш соратник. Это его личное мнение. То же самое, как это наше личное дело прийти поинтересоваться. Я считаю, что каждый человек не должен, если хочет, изъявлять свою гражданскую позицию, то ли в инете, то ли... А там у каждого свое воспитание, восприятие и все остальное. Это грязно он это делает, чисто он это делает. Это уже... Это мы никак не проконтролируем. Во-первых, не проконтролируем, и во-вторых, это на его Проблема совести. еще в антураже. Я думал о том, почему так резко негативно это все действо восприняли. Резко негативно. Понимаешь, вот мы когда судим по Я о той комментариям... группе, которая резко негативна, я не об обществе. Я сейчас, извини, что тебя перебиваю. Просто вот очень опасно, когда мы судим по комментариям. Комментируют 10% человек, да, но 90% не комментируют. И, как правило, заметил, те, кто молчат, чаще всего солидарны. Поэтому, когда говорим резкая критика, это резкая публичная критика. Но, когда вот это все произошло, вот я тебе не соврать, мне поступило, хотя я никак в этом не участвовал вообще, да, мне поступило 10 звонков от ближайших родственников, от друзей с вопросами: Алик, ты там был и почему ты нас не позвал? Я там не был. Алик, почему ты там не был и почему ты нас не позвал? Я говорю, я не знал. И третий вопрос: Алик, почему мы не знали и как узнать, чтобы пойти в следующий раз? Олег, а почему там тебя не было? Ну, это твой вопрос к тебе. Мне кто не позвонил, сказал. Так вот, Алик, об антураже, что я имею в виду? Помимо прочего, почему у тех, кому это не понравилось, тех, кто резко критиковал, по моему разумению, это еще и вопрос облика. Люди увидели небольшой ролик, а вслед за ним вот эту фотографию парадную вашего движения, и у людей очень определенные очень ассоциации. Такие, знаешь, опять же, от типулики из 90-х годов. И более того, если не знать, ребята, судить просто по видосу и по вот этой единственной фотографии, то это очевидно. Я думаю, что это немаловажную роль сыграло вот у тех, да, кто не принял то, что произошло. А те, кто не принял, они интеллигентные, высокосветские, они одеваются согласно нормам какого-то там кодекса жесткого. Ты понимаешь, о чем я? Я понимаю, но это же лицемерие абсолютно. Да, но понимаешь, какая ситуация? Когда ты выходишь на уровень общественный, да, когда ты становишься по определению куда как более уязвимым объектом для критики, потому что ты на острие атаки, и об этом тоже надо думать. На мой вкус. На мой вкус, для того, по сути, как бы сейчас мы не хотели говорить, что это все делается только, да, из любви к искусству, в конечном итоге одна из задач это... Возникает важный вопрос: у вас свой пиар-менеджер есть? Мы вот в поиске. Да, ну чтобы... Пресс-релиз мы выставили, чтобы, да, дресс-код и все остальное, чтобы... Ты прав. Вы смеетесь, может быть, над этим, но... Это смешно. Нет, может быть, это и смешно, но вопрос в том, что это серьезная штука, и в конечном итоге одна из ваших задач в любом случае свою паству, так называемую, да, расширять. И... Я представляю, Вале ходит: аллилуйя! Простите мне мои околорелигиозные сравнения, но тем не менее, правда, вот сколько бы вы ни смеялись, но та самая встреча по одежке и по внешнему виду, люди банально, многие подсознательно испугались. Ты представляешь, какой ты страшный? Мне бороду побрить? Не надо, это не надо отращивать.
тут знаешь, какой момент? Я думаю, вот с одной стороны, я с тобой полностью Ты понимаешь, согласен. о чем Я понимаю, я, да? что ты говоришь. Но вот если бы они все оделись в синие костюмчики, да? Я вот, не о том. Нет, в черной, в белой рубашке. Не, синие Им предлагали, костюмчики. кстати, да, черные с Да, белыми да. рубашками. Да. Синие костюмчики — это вот эти активисты. А я еще раз... Да, им бы сказали, это Я хочу что за личинки напомнить, депутатов, я понимаешь? хочу напомнить еще раз, и я не устану это повторять, что слово «активист» в Цхинвале позднесоветского и ранее южноосетинского разлива было словом с глубоко негативной коннотацией. Да. И слава богу. Ну, вы себя активистами назвали? Да нет, вроде. Ну вот, тут вопрос опять-таки в том, что да, может быть, где-то не хватает лоска какого-то, да, это не движение «Единой России», где они должны были быть все в костюмчиках каких-то. С ложочками. Да, с флажочками. Вопрос, смотри, давай не будем ни в ту, ни в другую сторону утрировать. Люди Ну, если люди... боятся людей с улицы. Это нормальный человеческий подсознательный страх. И я думаю, что вот это, когда вас... Смотри, когда вас называют ОПГ, очень смешные комментаторы, да, пишут, что это ОПГ, они только поэтому и называют. Потому что они видят, какая-то толпа, многие в спортивках, да, приходят... Было 2 человека было в спортивках. Вот из всей этой толпы был я в спортивках, и был еще один парень в спортивках. Потом они- Тапочки летят с тебя. И мы всех напугали. Ну, я не знаю. Остальные были одеты в джинсах, там, было в ветровках, в кепках. Ну, не было такого, что, я не знаю, что все вот поголовно в спортивках, бритые, бородатые, и А я пришли. бы хотел, чтобы все были бритые. Тут бородатые. смешно то, что люди, которые этого испугались, или люди, которым это не понравилось, никто из этих людей не защищает прямо стриптиз. Никто из этих людей ни разу в жизни не видел стриптиз вживую, кстати. В отличие от Пухаева. Шучу. Вот. Поэтому тут надо четко вот эту вещь понимать. Это не защитники стриптиза, во-первых, это защитники... Не, защитники стриптиза тоже есть. Да не, послушай. Я клянусь целомудренностью Ксении Собчак, что ни одного комментатора из тех, кто назвал ребят ОПГ, нет, видевших стриптиз воочию. Вы вообще обсуждали, чем опасен стриптиз? В принципе. А хороший вопрос, кстати. Да, но тут же есть очень важный момент, что есть многие вещи глобально не опасные, да, но при этом они не то что запрещены, люди их не терпят. Понимаешь? Ну вот люди могут не терпеть определенного уровня заведения, да, и высказывать свою гражданскую позицию. Нет, ну туда же не пускают детей и несовершеннолетних. А вот мы этого не знаем. Лаура имеет в виду сейчас по закону. Не в конкретном заведении, а по закону. Мы сейчас говорим о сферическом коне вакууме, да, что вот это такие бары, там ничего плохого нет. Извини меня, с этими барами, как правило, присутствует параллельно проституция, даже в очень странах, где там США и прочие. Во-первых, я сторонник современного неомарксистского феминизма, да, я против сексуальной объективизации. Я считаю, это глобальный тренд, да, я считаю, что осетины, вообще Кавказ, это глобальный тренд угадали еще много-много сотен лет назад, что сексуальная объективизация женщин и зарабатывание на этом капиталов, это развращает общество и вводит его в какой-то хаос, а потом в катарсис. Поэтому вот сейчас на острие современного общества современные феминистки бьются за то, чтобы не было сексуальной объективизации. Алик пытается таким образом оставить в идеале без работы осетинских фотографов, которые делают фотосессии беременных невест, девушек на фортепиано в филармонии. Вы против этого, но не против стриптиза? Эти люди, реально не видевшие стриптиз воочию вообще, их просто напугало, что их ограничат в свободе. А чего они опасаются? Они опасаются того, что сегодня это мы против стриптиза, мы как вот группа Вале, да? А завтра это аниме, а к ним примкнут сторонники, а достаточно легко на подобной игре в архаику набрать себе последователей. Я ход мысли вот этих людей сейчас пытаюсь, да, воспроизвести. И я их тоже понимаю. А я нет. Им сегодня запрещают, вот сегодня или вчера был подписан закон о суверенном интернете. Да. У них отобрали право голосовать, выбирать себе главу. У них отобрали право быть одномандатником. У них отобрали право, я не знаю, сколько ограничили язык. Но ты же понимаешь, что им не прав? нужно это право. Объяснить почему? Потому что они
неистовые этатисты. Это люди, которые... Послушай, в моем окружении людей достаточно интеллектуальных, очень важный момент, есть приличное количество тех, кто искренне полагает, что закон должен быть только федеральный, без региональных, кто полагает, не все из них понимают, что такое унитарное государство, тем не менее, когда они рассуждают о том, какой должна быть Россия и Осетия в составе России, они практически по пунктам повторяют постулаты унитарного государства. Им не нужно то, о чем ты... Это не означает, что им не нужна свобода. Нет, Рус, это означает, Просто что им не нужна свобода. Это абсолютно лукавство. Они просто универсальные россияне. Я сейчас без доли негативизма. Универсальные россияне, которые хотят жить по единым законам, и которые действительно, и это не проблема. Не вникая в эти законы конкретно, да, только вот в этот вакуум, ну есть этот закон, но он меня ударит, когда... Я вот тогда им заинтересуюсь. А вот сегодня я хочу стриптиз, я хочу кальян, и я хочу там, я не знаю, там, сауны, может быть. А вот, кстати, мне надо было вначале это спросить, но опять же, я хочу понимать для себя, я сейчас очень узкие примеры приведу, но мне интересен ход мысли. Значит, со стриптизом понятно, это нельзя. Не то, что нельзя по твоему разумению, а танец живота можно, допустим? А танец живота — это не тот же стриптиз? Ты понимаешь, к чему я клоню? К тому, вот неписанные вот эти, да, процедуры, вот танец живота, по твоему разумению, в ту же категорию? Это лютая дичь. А гоу-гоу? Абсолютно А если юбка длиннее? Да мне какая... Рус, ты понимаешь, вот я живу, допустим, на своем районе. Да, вот у нас есть район, и я бы хотел, чтобы этот район был в прекрасной Осетии будущего, как Светов говорит, в прекрасной России будущего. Я хочу, чтобы мой район был как швейцарский кантон, где мы можем голосовать по любым вопросам. Вот мы у себя в районе решили, что этого не будет. Этого не будет. И это есть демократия. Кто-то в соседнем районе решил, что у них будет go-go. Ради бога. Понимаешь? Вот я о чем говорю. И сейчас получается, что люди традиционных взглядов, они больше выступают за демократию, чем, извини меня, те, кто себя кличат либералами, но либералами не являются по сути, потому что они этатисты. Этатист не может быть либералом, это бред полный. Да? Они хотят унитарное государство, и я должен считаться с мнением этих людей. Они хотят унитарное тоталитарное государство, я должен считаться с этими людьми. Они требуют смертную казнь, я должен считаться с этими людьми. Понимаешь? Как демократ, ты воленс-ноленс должен считаться с этими людьми. Ты можешь дома у себя в квартире смотреть стриптиз. Тебя никто в этом не ограничивает. Клуб — это общественное пространство, и там должны соблюдаться законы. Извини меня, дома ты курить можешь, а в ресторане ты не можешь курить. Так ты пришел сейчас к тому, вот смотри, удивительным образом, ты сейчас приходишь к тому, что стриптиз-заведение в Осетии абсолютно легально, потому что стриптиз не запрещен. Ты говоришь, ты моделируешь ситуацию в будущем, да, Олег, понимаешь? Мы говорим теперь о настоящем. Вот, и еще раз я вынужден. Стриптиз в Эскобаре не проблема. Проблема в Эскобаре — это если там есть наркотики. Это если там стреляют, а там стреляют. Да. Там проституция. Давай хоть какие-то человеческие радости жителям Осетии все-таки оставим. Черт побери. Вас допустишь к власти, вы все запретите. Если без шуток. Налей чай. Фантастические люди какие-то. Я знал, что они придут к тому, чтобы запретить проституцию. И они хотят светлую Осетию будущего, ты понимаешь? Рус, тебя сейчас не тапки летят, тебя сейчас снаряды полетят. Если без шуток, то еще раз просто этот постулат. Я очень хочу понимать, почему... То, о чем Валет тоже сказал, почему в этом заведении, если и проводятся проверки соответствующими органами, то оказывается, что все там чинно, мирно и ладно, понимаешь? Стриптиз — это отличный раздражитель. Наркотики, они же незаметны. Пострелялись, раз в 1,5 года там пострелялись, тоже, да? А стриптиз, давай я чуть буду утрировать, он почти каждый день.
отличные видосы с точки зрения хайпа и просмотров, конечно, это раздражитель. Конечно, Но это не проблема основная. Понимаешь, вот если ты мне приведешь стрип-клубы в мире, где вот абсолютно легальная активность, ты скажешь только мне, Нет, ты нет. сможешь только Лос-Анджелес привести, Да то нет, там проституция есть. Бывал я в ваших стрип-клубах, но... Вот в итоге он бывал, а не я. Нет, ну я был в Америке в стрип-клубах, а что такого? И что? Там же проституция процветает? Не подтвердил и не опроверг. В любом стрип-клубе, которые, тем более девочки, Да. никто не знает, какие они и откуда, ну, приблизительно знают, откуда они продаются. Если сказать вот честно и быть честными, И это не новости. это не новости. И это не новости. Это уже проституция, Вот, нарушение вот с закона. этим надо бороться, Конечно, безусловно. надо. Безусловно. Почему вот осетинское общество против этого? Почему наши предки когда-то выступили за то, что женщина не должна выступать только как объект сексуального взгляда, а должна в первую очередь восприниматься как личность? А вот эти дикие истории про то, что на Кавказе не уважается женская личность, это бред полный. Если мы взглянем в основу нашей культуры, то женщине отведено особое место. Мужчина — это хозяин очага вот этой цепи, это женщина. Вокруг нее вообще крутится все осетинское общество. Ты Понимаешь? сейчас описываешь опять-таки идеальную ситуацию. А мы же Олег. всегда говорим об идеальной ситуации. Давай Так ориентироваться. она по факту такая и есть. Да. Когда ты отдаешь дочку в другую семью, она туда приносит фарм, понимаешь? То есть благодать. И это хорошо. Это прекрасно, но вы сейчас идеализируете. Культура, она идеальна, Руслан. Она идеальна. Да, мы не можем сейчас разговаривать, что, слушай, ну ты знаешь, вообще у нас так, но есть пару мудаков, которые избивают своих жен, ну это тоже наша культура. Нет, это не наша культура, это контркультура. Маргинализм — это контркультура осетинской культуры. И осетинское общество не может нормально относиться к тому, что женщина становится объектом, что только тело. Что женщина только Я не вижу предмета спора. Говорить о том, что осетинское общество должно нормально относиться к стриптизу, неправильно с точки зрения культурной. При этом говорить, то есть тут нет предмета спора. Предмет спора только в следующем. законодательно будет запрещено или нет? Конечно. Законодательно не конечно. будет запрещено, будет запрещено на общественной базе. Да это невозможно. Как друг мой. невозможно? Почему? Нет, Ты же понимаешь, что люди могут просто быть против, что кто-то открывает рядом спирт-клуб. Да, стрип-клуб. да, Алек, позволь мне буквоедом чуть-чуть побыть. Да. В России нет, извини меня, в России Извини, буква «С» не работает. Смотри, я о чем. То, о чем говорит Алек, общественно его закроют. Его в конечном итоге закроют по закону. Да. Его закроют под давлением общественности, но важный момент, ребята, не из-за давления общественности только лишь, а потому что просто эти ваши правоохранители, им настолько все надоест, что они обратят наконец внимание на нарушение и хлопнут подобное заведение по закону. Как вообще появляются законы, господи? Взялся-то он откуда-то. И вот для чего-то. Для чего-то. Я, как сторонник федеративного договора, считаю, что в Осетии могут быть свои определенные законы, которые не допускают каких-то определенных вещей. Ни в коем случае при этом не вторгать в личное пространство человека. Коммерческое заведение не личное пространство. Оно Если регулируется. только это не закрытый джентльмен-клуб, как в Англии. Даже, смотри, если ты его оформляешь, Только для членов профсоюза, как да, в бессмертном если ты его оформляешь произведении. как коммерческое предприятие, а на него уже распространяются другие законы. Ты должен понять, частная собственность и А если коммерческая. ты просто с товарищами или соратниками собираетесь в определенном заведении, то это ваше дело. К вам люди не ходят, у вас Да. там 5 человек. Я о том и говорю. И мы про это не знаем. Знаешь, что самое смешное? Ты же сказал, что выступило раздражителем всей этой ситуации. Видео, реклама. Они же зазывали так себе людей, стриптизом. Ты видел их инстаграм? Конечно. Ну, я там Пересматривал даже. Не, ну, понимаешь, если бы это делалось тихо, как серые мыши, так, что об этом никто не знает, вопросов не было. Но это происходило не так. Ребята, в центре Владикавказа есть стриптиз, приходите к нам. человек с соседней республики едет сюда за закладкой, а потом идет в Эскобар, а потом там бывает перестрелка или забирают. Ну это где? Там не то, что наша культура. Там смотрят на это все. Ну, и вот в Инстаграме выплывает реклама. И где там 18+. Вы моделируете идеальную ситуацию, когда у Осетии есть возможность принимать собственные региональные законы.
Это очень легкий путь, если бы он был, да, потому что тогда можно было определиться, принять закон, получить кучу несогласных. Я не о стрипе сейчас, а в принципе о каком-то таком законе. Знаешь, почему я большой противник референдума? Неожиданно сейчас, да, это было? Я большой противник референдумов, потому что я сомневаюсь, что малоподготовленное и необразованное в данном вопросе большинство может не наломать дров по какому-то вопросу. Я бы не хотел, допустим, чтобы в Осетии референдумом, я приведу этот пример, простите меня опять, чтобы в Осетии референдумом, ну если не закрыли эту мечеть, допустим, то звук убрали. Это возможно референдумом сделать было бы? Возможно. Я к чему? Региональный закон штука хорошая, но если он принимается настоящими законотворцами, а не потому, что большинство так решило. Я демократ, но я против референдумов. Рус, ну простите. Референдумы могут приниматься только по тем вещам, которые не нарушают... И не требуют специальных знаний. Да, понимаешь, мы же об этом говорим. не требуют специальных Даже знаний. в Швейцарии референдумы принимаются по определенному... Нельзя решать в рамках референдума, решить, давайте казним человека или нет. Абсолютно. Понимаешь? Давайте уберем это или не это, понимаешь? Нельзя это... в рамках референдума решить вводить или убирать смертную казнь из Да. Конституции, да? Или то есть Понимаешь? из закона, допустим. Да. Но референдум может быть проводиться. Имеем ли мы право выбирать себе главу? Безусловно. Да. Потому что если мы президента себе выбираем, то давайте нам и глав региона возвращайте. Вот о чем речь говорится. И мы на самом деле, вот парадоксально, что в этой всей истории, она вот вопрос 1 минуты. Да, но мы вот уже со всех сторон ее обсосали. И в итоге Я думаю, это к тому, правильно, что... потому что люди должны понимать, что здесь при кажущейся простоте, да, этой ситуации на самом деле очень много и подводных камней, и условностей, и сослагательного наклонения. Знаешь, я тебе скажу, в этой ситуации только одно. Если это кафе продолжит работать в том же формате, я хочу сказать, что ткань общественного пространства в Осетии будет деградировать и будет гораздо хуже. То есть это интеллигентные ребята пришли и цивилизованно попросили. А один раз это произойдет нецивилизованно, другими людьми, понимаешь? Потому что там происходят перестрелки. Кого-то там убьют, брата кого-то, он придет и с гранатомета по этому понимаешь? Нормальное место, если там была перестрелка, оно уже закрывается. Если там было убийство, оно уже закрывается. То есть сейчас не может быть речи, этого места быть не должно по закону, оно невозможно его существование, потому что там нарушаются все мыслимые и немыслимые нормы. Это раз. Сейчас в нескольких ресторанах Владикавказа ухмыльнулись, это услышав. Да, я понимаю, что есть много таких мест. Я же понимаю, что закон он не всесущ, мы не можем все контролировать. Во-первых, они не должны так, это должны правоохранительные органы. Когда они работают правоохранительные органы, о чем я сказал приходят еще молодые полчаса ребята назад. не безразличные. Ну, мой вопрос как раз-таки в том, что как сделать так, чтобы неравнодушные люди, о которых ты говоришь, от этого не перешли вот к таким комическим идеям. Знаешь, как... Аниме не наша культура, то не наша культура. Да пусть кто хочет, что высказывает. Если они имеют рычаги и возможности, нормально. Слушай, тут может быть коммерческое предприятие, оно скажет, слушай, ты разрешаешь у себя вот то-то, мы перестаем с тобой сотрудничать. Это их право. Ну давайте сейчас все ограничим. Ты не видишь никаких проблем, Нет никаких проблем. Если эти попытки запретов и битва за мораль будет переходить уже границы... Какие границы? Если она будет переходить законодательные... Не-не-не, я сейчас не о законе. Давай вернемся к этим аниме и Бузовым и прочим. То есть ты не видишь в этом проблемы? Я не могу человеку запретить отказывать в чем-то. Вот и все. Ты хочешь человеку запретить отказывать в проведении того или иного... Я твоим мнением интересуюсь. Я это вижу абсолютно нормально. То есть нормально, по-твоему? Да, абсолютно нормально. Это и есть общество То есть противоречивое. даже когда это касается тебя, допустим, ты главный любитель этого самого аниме, и под давлением... Слушай, я что, должен к человеку прийти и угрожать ему, если ты не проведешь Нет, мне фестиваль просто- аниме, я тебя зарежу, понимаешь? Это тоже глупо. Я просто хочу понять, насколько это вписывается в твои представления о нормальном обществе. Общество представлено разными силами, Так. которые противоборствуют. Так. Это нормально. Вот если ты это противоборство убираешь и все вешаешь на государство, то тебя ждет катарсис. У тебя общество будет апатичное, вот которое у нас люди не готовы там требовать свои права и защищать свои права. Мне к черту такое общество не нужно, потому что его можно вертеть как хочешь, понимаешь? Мне нужно общество, где есть силы, где есть противоборство. Извините меня, сторонники и противники Трампа на улице могут подраться. Это плохо? Плохо, что подрались. Но глобально это страшно. Извините, там хотя бы есть политическая жизнь, а у нас ее нету. Вот и все.
Так что я к этому нормально абсолютно отношусь. Хотя При я этом в твоей любимой Америке разрешены, между прочим, даже Ку-клукс-клан с фашистскими партиями. Да, Свобода да. слова. Да, абсолютно, и это нормально. И волеизъявление. Как бы мне не нравились, как бы я ненавидел фашистов, И у нас тут культ Сталина, там чуть ли он не бог, великий осетин, я его не считаю осетином, человек, который себя называл всю жизнь грузином и лоббировал грузинское лобби в Кремле, не может быть осетином никогда. Я был абсолютно уверен еще сегодня утром, что мы начнем с голых девиц в Эскобаре, но закончим коммунизмом и Сталином. я сейчас представляю, вот когда это видео в Ютубе будет, оно будет вот так пылать огнем вокруг. Да. А как тогда быть, если мы говорим, что мы демократическое общество и государство, Осетия? Ну мы же по Конституции государство все еще, Да. кстати, если не знал кто-то. И можно, и все должно быть разрешено. Ну а вот как тогда вот с этим проклятым стриптизом быть? То есть, а почему мы разрешаем коммунизм? Сейчас полетят уже бомбы. Почему мы разрешаем коммунизм, но запрещаем стриптиз? Стриптиз, оно и поприятнее ведь. Вале, по-моему, чтобы запретить и то, и другое, да. Я бы запретил и то, и другое, честно. Ну, да, ну, ладно, я последний вопрос хочу Вале задать, потому что, я как понимаю, у общественной организации, твоей и вообще у молодежного Штырнухаса есть дальнейшие какие-то планы. Просто мог бы ты нам их озвучить, что планируется дальше, как, например, даже с этим клубом Эскобар будет проходить работа, и что дальше вообще планируется? Ну, самое вот, на сегодня, что мы будем продвигать и прокачивать, это траурные мероприятия с 1 по 3 сентября. Так. Ну, мне, как осетину, стыдно, когда мне мои друзья выражают соболезнования. И не только 3, но и 8, понимаете? Мы как бы один народ. Что 8 августа у нас беда. Но это не наша вина, с нами это случилось. И мы это не должны забывать. Но мы должны это оставлять своим потомкам. В назидании того, что такое больше никогда не происходит. Ты ведешь речь о том, чтобы 1, 2 и 3 не было школьных праздников, да? Об этом я правильно понял? Был объявлен дни траура. Вот как у армян день геноцида. То же самое у нас дни траура 1, 2, 3 и 8 августа. В Южной Осетии траура есть. То есть Да, в прошлом году точно были. да, они. но там они сделали Вернее, не до 5. траура, они, по-моему, отменили, перенесли школьные вот эти вот линейки торжественные на 5 число, там да? именно дни траура. Дни траура и до 5 числа. Учебный год начинается с 5 числа. Вот это наше самое, вот, ну, наверное, вот одно из первых, вот, что мы будем добиваться и прокачивать, чтобы вот это все закрепить законодательно. Чтобы это вот в Осетии, в 2 Осетии. То есть мы на юге и то у нас есть, а здесь и ни того нет. То есть отсюда 8 поезжают, ну, едут туда, соболезнуют и все. Ну, а почему мы здесь сами не должны этого делать? Почему где-то кто-то должен оплакивать 1, 2, 3 своего ребенка, а на проспекте должна играть музыка? Ну, это кощунственно, как минимум. А остальное, ну, у нас есть Инстаграм, у нас готовится сайт, это все будет там. А вообще будут встречи с общественностью проводиться? Ну, Конечно, мы готовы, я же говорю, мы готовы абсолютно ко всему. У нас и с общественностью будут встречи, и с журналистами, и с блогерами, ну, со всеми. Ну, ты это будешь знать первым. Я буду первый знать и, наверное, первый сообщать. Я думаю, на этом завершим наш горячий подкаст. Хочу всем напомнить, что мы здесь разговариваем как 3 простых человека. Мы высказываем свое мнение, и не надо воспринимать это иногда слишком серьезно. Вот и все. Спасибо большое, что слушали нас. Подписывайтесь обязательно и пишите свои комментарии, даже недовольные. Мы за демократию.